В Национальной библиотеке Республики Коми состоялась презентация книги российского государственного и общественного деятеля Ивана Соловьева. Военная повесть «Красные линии» вышла в свет в октябре прошлого года и стала первой художественной книгой, рассказывающей о героях специальной военной операции. Это моя личная гражданская позиция. Это мой вклад в победу. Я считаю, что каждому человеку необходимо вот в столь сложное время, которое мы переживаем сегодня, найти свое место в строю. Ребята, курсанты, могут и должны хорошо учиться. Да? Тот, кто работает, должен хорошо просто делать свою работу. А кто может внести какой-то художественный, творческий, культурный вклад, то, конечно, нужно это делать, тем более, что я, к сожалению, замечаю, что у нас культура еще пока не совсем, так сказать, идет в ногу с происходящими переменами. Поэтому догнать и показать, ведь самое главное ребятам на передовой – это знать, что о них помнят, о них заботятся и их уважают. И проявлением этого уважения есть эта книга. Впервые издание представили в Донецком госпитале. Книги с автографом автора вручили раненым бойцам. Сейчас же их передают с гуманитарным грузом в зону СВО. Это уже второй тираж, его адаптировали для чтения наших бойцов. Это такое достаточно кричащее название. Красные линии, с одной стороны, это то, что не дало все-таки этой заразе, которую 30 лет вокруг нас была, не дала все-таки до конца съесть наши души. И мы поняли, что мы единый народ. И что наше будущее отнюдь не, так сказать, в этих европейских ценностях. Вот это очень важно. Эти красные линии, которые мы все-таки не перешли и остановились у этой черты. И, конечно, красные линии – это граница уважения нашего государства. Как и почему началась спецоперация, какими подвигами отличились наши бойцы. Об этом и не только в военно-патриотической повести пишет автор. Иван Соловьев работал над книгой 2 месяца.